А как вообще детям в Бурятии живется? Кружки, образование, школы, институты? Не только в Бурятии, но и по всей стране я считаю, что образования-то никакого и нет сейчас у детей. Плохо знают люди все, мало читают. Может, я так старуха такая стала, что сейчас отношусь к молодежи предвзято. Как у нас молодые мы были все. Какие вы безобразные, как вы плохо одеты, старики говорили. Ну и я сейчас такая же стала. И говорю, да не образование, не, как сказать-то, плохое образование у детей. Очень низкая эрудиция. Настолько низкая эрудиция, что даже диву даешься, как можно так детей учить, чтобы они ничего не знали. Ну, конечно, знают, какой нажать кнопку на компьютере, какие-то там танки играть, что-то там еще. Ну и все. Я смотрю интересную передачу, называется «Обмен бытовой техники». Приходит мужчина и спрашивает, какие-то вопросики задает, и меняет старую технику на новую. Фамилию забыл этого мужчины, такой симпатичный. Задает вопросы-то элементарные, молодежь-то вообще не отвечает. Даже 2 часа посмотришь эту передачу и поймешь, что молодежь, которая сидит, мама, папа сидит, сын, дочка сидит. Мама с папой-то еще что-то отвечают, а сын-то с дочкой все. Ни на один вопрос. Да кому сейчас задачу? Какой вопрос был? Как имя женщины, которая бросилась под поезд в романе Льва Толстого? Да никто не отгадал. Да никто не отгадал. Ну уж я не говорю о синхрофазотроне, там какой-то вопрос. Каком-то там ускорителе. На ком мы воспитывались, на ком мы... Надо было заставить ребенка. Как-то выучить, что ли. Учителя же вы специально учились. Педагоги, вы умеете доказывать. Педагоги-то вы учились же где-то. Или сами педагоги, наверное, не знают, кто такая женщина, бросившаяся под поезд. И зачем.